Администрация Сунжи совместно с представителями Горсовета, Росприроднадзора и участковыми проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей, сбрасывающих сточные воды в реку Сунжа. В ходе обследования водоохранной зоны были обнаружены канализационные и ливневые трубы, ведущие напрямую в реку. Всего зафиксировано 19 нарушений. На данный момент удалось демонтировать незаконные водосточные трубы у 9 нарушителей. В муниципалитете отмечают, что работы в этом направлении продолжаются и будут приняты все необходимые меры для полного устранения подобных нарушений. Ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду ожидаются местами в Ингушетии до конца текущих суток, а также 5 и 6 сентября. В МЧС сообщили, что на реках возможен подъем уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, а в горах – сход селей малого объема. Глава Росприроднадзора Анна Попова дала старт кампании по вакцинации от гриппа в России. Старт кампании традиционно дается на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в текущем году до 60% населения страны, в том числе не менее 75% от численности лиц из группы риска, предусмотренных национальным календарем. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что состав вакцин от гриппа обновлен, все необходимые контракты заключены. Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории России не рассматривается, рассказал член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По словам депутата, в России от видеохостинга многого не требуют. Просто обслуживать свое оборудование самостоятельно, соблюдать российское законодательство и заботиться о безопасности пользователей. В середине июля Ростелеком предупредил о возможных неполадках в работе YouTube из-за технических проблем с оборудованием, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Google. Минпросвещение установило проведение Всероссийской школьной олимпиады по предмету труд, начиная с этого учебного года. Олимпиада будет проводиться по профилям культура, дома, дизайн и технология, техника, технология и техническое творчество и информационная безопасность и робототехника. С 1 сентября во все школы России вернулся предмет труд. Предполагается, что дети будут учиться основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, изучать компьютерную графику и черчение, а также практиковаться в кулинарии, кройке и шитье. Конечная цель мошенников при сценарии с госуслугами, как правило, сводится к тому, чтобы оформлять займы в микрофинансовых организациях через взломанный аккаунт, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Преступники, по его словам, действуют двумя группами. Первая взламывает личный кабинет, меняет пароль и устанавливает секретный вопрос, чтобы жертва не могла восстановить доступ. После этого заказываются справки для НДФЛ и готовится аккаунт для другой группы, которая занимается оформлением кредитов.